В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марферина Алексеева. Приветствую. 11 декабря в Якутском промышленном техникуме имени Десяткина будет проводиться 19-й форум молодых исследователей республики «Шаг в будущую профессию», посвященный столетию Гавриила Чиряева, выдающегося государственного, политического и общественного деятеля Якутии. Об истории форума и о его развитии мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Михаил Присяжный, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марферина. Давайте обратимся к истории. Вот как проходила история развития этого, скажем так, форума, да, республиканского и исследователей республики? С чего все начиналось? Да, но он не сразу стал так называться, форум молодых исследователей. Это сейчас очень масштабно, и мы действительно приурочиваем каждый раз форум к какому-то значимому событию, в основном связанному с историей нашей республики, как в этот раз. А так мы стартовали в 2007 году. Тогда это называлось научно-практическая конференция «Шаг в будущую профессию». Ну, шла традиционным образом. Почему? Потому что у школьников к тому моменту уже был шаг в будущее. Те ребята, которые после 9-11 класса приходили в колледжи и техникумы, они тоже хотели дальше продолжать заниматься исследовательской работой. Но у них специфика о том, что не только доклады конференциям, но также они очень активно занимались техническим творчеством. То есть это конструирование, программирование. И поэтому конференция, она до сих пор очень популярна. Сейчас это уже 13 симпозиумов, которые включают разные секции, то есть по самым разным направлениям. И что интересно, здесь само участие в конференции, оно не обязательно по профилю. То есть ребята, например, технари, они делают доклады на гуманитарной тематике. Это очень важно. Те же, кто, например, обучается на гуманитарных специальностях, они там могут связаны с математикой, да, например, с экономикой делать такие доклады. Ну и уже позже мы стали меняться в связи с тем, что у нас вот, стали добавляться выставки, олимпиады, конкурсы по направлениям. Ну и в 2017 году, я помню этот момент, когда мы действительно стали форумом, выросли до этого формата, и у нас тогда появилось, например, был проведен фестиваль молодых модельеров и дизайнеров впервые, и тогда же в 2017 году появилась командная деловая игра, это форум бизнес-идей, что тоже очень важно, командная, каким образом можно свои знания профессиональные применить после того, как ты станешь уже не студентом, а специалистом. Ну и совсем недавно, вот в 2021 году, у нас к этому нашему формату добавились конкурс цифровых решений, Digital ID называется, но Digital – это в целом цифровизация, это не только программирование, не только информационные технологии, но это, например, конструирование, например, цифровой модельер для тех, кто шьет, для тех, кто что-то готовит, ну и многое другие. Ну и очень интересно то, что мы тогда же приняли решение проводить конкурс, мы его называем «Юный мастер». Это для совсем маленьких ребят. Действительно, как здорово, что все ступени образования, да, даже вот включая дошкольников. Ну и хотелось бы, вот по каким направлениям будет проводиться мероприятие в этом году, вот какие профессии выходят на первый план? Ну, смотрите, еще раз скажем, конечно, мы акцентируем внимание, что традиционно в рамках форума в этом году мы приурочили к столетию Гаврила Чиряева, ветерана Великой Отечественной войны, руководителя нашей республики, который также в свое время был заместителем министра народного просвещения у нас, Якутской АССР. И в этом году уже прошло, к моменту форума, то есть на форуме только будут произведены награждения среди школьников, среди студентов и среди взрослых, без ограничений по возрасту. Это те люди, которые приняли участие в республиканской интернет-олимпиаде, которая была посвящена и Гаврилу Иосифовичу, и тому периоду, в который он руководил республикой. Это очень важно, многие отозвались. Также в этом году на новый уровень вот у нас уже выходит медиаконкурс «Юный мастер». Это дошкольники и младшие школьники. То есть ребята очень интересно в доступной форме рассказывают особенности профессий. Им это удается, то есть с детской непосредственностью, на примере опытов, которые им помогают педагоги, мы видим прекрасные примеры из многих улусов нашей республики, и это самая хорошая профориентация «дети детям». То есть это мы этот момент используем. Также этот год, наверное, можно сказать, что он отличается тем, что у нас проходит финал, пройдет республиканского конкурса «Лидер бережливости». Студенческая лига, это все, что касается, ну, многим в стране в нашей знакомы, это по технологии Росатома, бережливое производство, эффективное производство. И мы, конечно, хотим, чтобы ребята, наши студенты в студенческий период были готовы
к тому, что от них потребуется на своих рабочих местах. Ну и, конечно же, значит, традиционно ожидаем, уже люди выявлены, финалисты определены, те, кто готовил, собственно, доклады для конференции. Мгм. И вот интересно, как проходит отбор участников форума. Вот какие-то этапы соревнований, наверное, проходят также на местах. Да, но этапы примерно такие же, как и, например, Всероссийская олимпиада школьников. То есть есть секции, есть мастера производственного обучения и преподаватели, даже и общеобразовательных дисциплин, которые в колледжах и техникумах работают. Ребята готовят доклады вначале на уровне образовательной организации, потом, соответственно, проходят отбор, направляют, и уже республиканская комиссия принимает их к работе. Ну и вот вы правильно отметили о том, что среди участников также и школьники добавились в последние годы, потому что школьники есть, которые мотивированы к тому, чтобы уйти в профессиональную деятельность. Мгм. А вот какой состав экспертов мероприятия уже? Ну, состав, да, экспертов, он связан, опять же, с составом участников, он тоже расширялся. Изначально нам повезло, потому что очень сильный состав экспертов изначально работает, это уже 19-й форум. Изначально это сотрудники научных институтов, Федерального исследовательского центра, других научных институтов, которые есть в республике. Ну и целый ряд секций возглавляют представители вузов. Это и Северо-Восточный федеральный университет, и АГИКИ, и АГАТУ. Ну, я даже могу несколько имен назвать. Вот я все время называю имя академика Академии наук нашей республики Андрея Иннокентьевича Матвеева, который был, если я не ошибаюсь, на всех форумах экспертов. Также я бы хотел отметить Пермякова Петра Петровича. Это у нас физтех проблем сервера институт, который также является, очень много лет сотрудничаем. Ну, из новых, это вот секции как раз гуманитарного блока, заместитель директора Института гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера Степан Алексеевич Григорьев. Ну, кроме ученых, вот с такими серьезными званиями академическими, у нас не менее важные люди представлены, которые работают, например, в секции моды. Это несколько очень известных модельеров. Также вот в секции, например, даже вот этот же юный мастер, у нас, например, работает Алексей Павлов, наш известный фотограф, основатель студии «Пространство», и Дмитрий Попов, который возглавляет школу креативных навыков «Медиашкола». Ну и можно также, например, назвать представителей Высшей школы инновационного менеджмента при главе, которые вместе с нами проводят вот именно секцию по бережливке. Это, например, Коженов Денис Сергеевич. То есть вот разные участники, и под них мы рады, что люди откликаются и как волонтеры работают в этой программе. Мгм. Ну и, конечно же, очень тоже интересно, что же дает участникам форума вот победа в научной практической конференции «Шаг в будущую профессию», какие-то возможности открывает наверняка. Ну да, если вначале мы, наверное, просто это было для себя, это тоже резюме определенное, ты получаешь навыки. То есть здесь получается, что наряду с твердыми навыками твоей специальности, по которой ты учишься, ты также получаешь возможность развивать свои мягкие навыки. То есть анализировать информацию, докладывать, выступать, защищать свою идею. Но и эта работа, она также вознаграждается. Не только это дипломы самого форума, но и ребята получают рекомендации к участию в различных всероссийских конференциях. Так у нас последние годы 2 крупные конференции, так же, как и школьники, наши победители нашего форума «Шаг в будущую профессию» получают рекомендации и выезжают на международный форум научной молодежи «Шаг в будущее», тот, который был 35 лет тому инициирован МГТУ имени Баумана. Владимир Петрович Ларионов как раз у нас, да, является самым известным для нас выпускником этого вуза. Ну и Всероссийская конференция «Открой в себе ученого» – это Санкт-Петербург. Кроме этого, есть и другие конференции. Ну и сейчас, что очень важно, что участники нашего форума, и школьники, и студенты колледжей, их данные заносятся в государственную информационную систему, государственный информационный ресурс называется, о лицах, проявивших таланты в определенных сферах. То есть их результаты туда заносятся, и по результатам этим они могут быть рекомендованы для участия, в том числе в сменах всероссийских детских центров. И это не только для школьников, не только там, да, Артек, Орленок, но и у нас очень активно с прошлого учебного года Всероссийский детский центр «Смена», который в советские годы был создан как раз для студентов СПО,
Вот в этом году я просто открою, наверное, самый большой секрет, да, в том, что часть победителей получит рекомендации путевки на одну из смен, которая будет вот во втором полугодии этого учебного года. Ну, это отлично, действительно, это мотивация. И вот хотелось бы все-таки еще узнать, то, что я знаю, что каждый год и ежегодно открываются же разные направления. Вот мы сейчас говорим именно по профессии, да? Вот какие вот направления были, допустим, в прошлом году привнесены, показали хороший результат, повторятся в этом году, или на фоне тех итогов, которые были в прошлом году, что в этот раз откроется? Ну, существенных изменений по сравнению с прошлым годом нет. Есть, это 13 симпозиумов, они устоявшиеся, потому что они уже у нас коррелируются, да, с конференциями всероссийского уровня. Что очень важно, что у нас в рамках конференции появляются те ребята, которые впоследствии даже выбирают для себя научную деятельность. То есть форум оправдывает. Я могу назвать, например, мастера производственного обучения из Якутского технологического техникума сервиса Зою Ивановну Готовцеву, которая у нас, кстати, является победителем мастер года на территории республики. Сейчас она аспирант АГАТУ. Себя прекрасно реализует и сама не только с ребятами занимается, но и сама активно занимается научной деятельностью. Ну, я думаю, хотелось бы нашим зрителям, да, юным, вот, услышать от вас советы. Что делать, как начинать, если хочется вот все-таки посвятить себя науке? Ну, мы находимся с вами в цикле десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. Очень много инструментов поддержки со стороны государства. И, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы ребята, которые что-то научились делать руками, чтобы они к этому добавили знания твердые, фундаментальные, и чтобы именно они могли еще и заниматься исследованиями, которые бы делали улучшения. Ну, вот я Зою Ивановну, например, привел, Готовцевой. Она, получается, технолог, связанный с переработкой продуктов питания. Соответственно, это человек, который и сама может руками сделать, но и способна что-то описать, создать, зарегистрировать и дальше уже внедрять. Поэтому, пожалуйста, учитесь хорошо, изучайте все предметы, которые вы изучаете в школе либо колледже. Это дальше вам позволит и себя как исследователем проявить. Ну что ж, Михаил Юрьевич, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Вам спасибо большое. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.